21 июля в актовом зале исполкома Всемирного конгресса татар состоялась встреча с предпринимателями из Санкт-Петербурга. Здесь с обоих сторон у меня заместители, оба были первыми. Вот, бывший первый заместитель, это нынешний первый заместитель. Данис Шакиров, Ренат Полюдин, вы уж, наверное, познакомились, процессы вашей работы. Похвально, что он начинает вот с этого, чтобы с ознакомительных туров. Казань сейчас старается посещать все регионы, но это и не вредно и москвичам, и питерцам, чтобы они не думали, что они одни так хорошо развиваются. Я помню, в каком 2004 году, когда меня Шаймиев отправил в Питер вместо себя, он говорит, у меня не получается, съезди там, ты поприсутствуешь. Матвиенко, говорит, звонила. Я приехал, мне ночью прилетел, а наш посол, представитель Татарстана, мне говорит, завтра утром у нас в этом дворец, как называется, самый крупный, Октябрьский. В Октябрьском, говорит, будет большой там митинг, там будет выступать вам нужно. Оказалось, это Матвиенко какой-то собирает Единую Россию, и вот там оказался мы. Я помню, еще я говорил с таким сожалением, что как нехорошо Питер так отстает в развитии. Вот это еще в 2003 или 2004 даже, наверное, 2003. Везде дороги были разбиты, все было неприглядно, даже вот эта основная трасса от аэропорта до центра неприглядный вид был. И вот когда я говорю, Питер-то должен, это наш кладезь, мы все должны здесь учиться сохранению культуры своего национального культурного богатства, которое действительно нам прежние поколения оставили, а его так сохранять в таком неприглядном виде, это не к лицу. Знаете, такой ажиотаж, бум был, этот Единой России в этом Октябрьском. Потом Матвиенко говорит, точку попал, говорит, мы этого как раз хотим. Короче говоря, вот то, что сегодня многие отмечают, успехи Казани, то, что Казань в развитии такой продвинулся очень сильно, это результат, во-первых, умелого руководства этим процессом, умелой политики и, конечно же, люди же привыкли работают. Это результат огромного труда. И мы очень рады, что сейчас уже наряду с Питером, наряду с Москвой нашей, мы можем говорить об успехах Казани, об успехах Татарстана. Нам это очень приятно. И приятно вас видеть здесь, в Казани. Если Питер уже приезжает, значит, остальные все, наш уже 2,5 миллиона, говорит, пошло в туристический поток. А у нас было 500 тысяч лет 5-6 назад. 500 тысяч было, а сейчас уже 2,5 миллиона. Задачу поставили на следующий год добиться 3 миллионов туризма. Это же показатель просто. Для Питера это, конечно, мизер, но для нас это очень показатель, это туризм должен быть больше, чем население. Да, туризм должен быть, это тогда все будет нормально, да. Да, вот, есть, конечно, гаранта. Конечно, мы не имеем такого богатства, как Питер. У вас сам по сути, город привлекательный такой, но мы стараемся готовить город так, чтобы людям было комфортно, приятно. И, конечно, у нас роль уже сыграет то, что Шаймиев занимается подъемом Булгара, старого города. Это целая цивилизация, это не просто город, исторический город, это целая цивилизация, которая интересна для каждого жителя этой планеты, не только для татар, не только для русских. Это наша общая история взаимодействия татарской и русской культуры многие века, но тем не менее это исторически она во всей мировой истории отмечена, она известна как булгарская цивилизация, а
Свияжск – это город, связанный уже с историей более близкой, XVI веком, завоеванием Казани. Поэтому, естественно, он тоже возымел какое-то свое действие, общую культуру Татарстана. Поэтому в этом плане все это интересно. И мы, конечно, Шаймиев, то, что постепенно вот к этому влез, передав бразды управления нашему президенту сейчас, и показал, как важно заботиться о национальных традициях, национальной культуре и национальной истории. И вот он этим занялся и сделал себя еще одно такое выдающееся имя в истории людей, истории народа, истории республики. Это тоже останется. Сейчас, если мы действительно выйдем на 3 миллиона ежегодно туристов, это уже для нас будет очень большой результат, огромный, и это будет показателем того, что действительно дела идут у нас очень хорошо. Несмотря ни на какие санкции, несмотря ни на какие ограничения. Конечно, в каком-то плане, например, количество выездов за рубеж очень сократилось. В этом плане какое-то ощущение есть, а в плане жития республика особо каких-то санкций не ощущает. В экономическом плане особенно. Если чем тяжелее человек привыкает к этим условиям, то он больше начинает работать, больше бегать, быстрее бегать, поэтому да, ресурс будет использовать полностью. Так, живем. Вот просто скажу пару слов. Спасибо вам большое. Сейчас вам будут вопросы. У нас в Петербурге есть организации, которые занимаются непосредственно Татарстаном. Вот они изъявили желание и посетить и Конгресс татар. Эрназ Мунович Закиров у нас является и депутатом Государственного совета, непосредственно он является еще и директором Национального культурного центра «Казань», о котором сегодня нам сказали Министерство промышленности. Здесь у нас очень большой контингент бизнесменов, которые живут в городе Петербурге и Ленинградской области. Здесь представлены и сельское хозяйство, и фармацевтика, и туристический бизнес, гостиничный бизнес, также логистика. Непосредственно у них вот, и адресные встречи. Мне что особо приятно, я в Питере уже не раз бывал, не раз встречался. Вот здесь новые лица, для меня тем более приятно. Здесь не одни и те же, которые раньше организацию поддерживали, составляли его костяк, казалось бы, новые лица, да, поэтому да. Я и как твою работу это воспринимаю, что с новыми людьми начал. Сабантуй почему успешно? Почему он сохранился 1000 лет? Тысячелетняя история известна Сабантуя. Нашли надгробный камень в селе Карамалы, Татарстана, в Алькирском районе. Там написано, в день Сабантуя умерла вот эта персона, 987 лет там было уже указано. Поэтому мы считаем, что история этого праздника, тысячелетняя история уже известна. Написано, умерла в день Сабантуя. Вот здесь, когда мы сюда приехали, то все слышат, что Татарстан – это место стабильности, экономического развития и толерантности. Вот просто один момент, когда вот Рамазан сказал о религиозной составляющей, у нас по соотношению церквей и количеству населения мы превосходим даже некоторые чисто русские регионы. Вот это тоже своего рода феномен. У нас 400 церквей, и которые каждый год восстанавливаются, и есть церкви, которые восстанавливаются за счет государства. А во многих регионах этого даже... По-другому объясни. Для нас, для Татарстана, неважно какая религия, она мусульманская, православная, в школы мы не допустили ни одного, никого. Школа у нас светская, и то, что вот некоторые регионы пользуются, что в школах должны преподаваться религиозные основы, мы даем основы мировых религий.
истории мировых религий. Ученикам вот понятие, чтобы они знали, что за религии, какова история этого, история другого. Все общепонятийными аппаратом мы ограничиваем детей и отгораживаем, что не всем, конечно, нравится. Спасибо за то, что приняли. Спасибо большое Ренату Накифовичу. Нужно признать, что... Тоже Ренат. Нужно признать, что Ренат Накифович, когда появился у нас в городе, то, конечно, такая вот свежая кровь пошла в движение. Вот то, что вы наши лица видите, да, там с Артуром. Да, я же не зря себя отметил. Раз-два знакомых, остальные все незнакомые пока. Да. И вот нужно сказать, что продолжая вот эту тему, ну, у меня мама русская, папа татарин, да, а мой Таких дедушка... семей у нас полным-полно сейчас. Да, я с Меликеса, с Ульяновской области, с Петрограда. Вот. И я вспоминаю в детстве, да, как мой дедушка Абдухай Закиевич, а он в свою очередь сын священнослужителя исламского, то есть получается, что мой прадедушка, значит, был священнослужителем. Вот. И я вспоминаю, как мой дедушка меня воспитывал. Значит, тогда же Советский Союз, да, был, и как-то вообще не принято было об этом говорить. Но вот я помню, что вот всегда дедушка говорил, что вот живем в многонациональном государстве, вот живем среди русских, вот воспитание очень аккуратненько, оно все равно шло такое интернациональное. И вот в наших общественных организациях я представляю клуб болельщиков сборной России, Россия объединяет, и тоже вхожу, но в организацию, которая... Рубль сегодня выиграл вчера. Да, Да. следили. Сидели? За всеми, да. У штурма, да. У штурма, да. Да, и Артур Лен Петротат, вот опять же, даже в этих наших организациях не имеет значения. Мы вроде как Лен Петротат, да, но там у нас и на национальность мы не обращаем внимания. Там может быть понятно, что предприниматели с татарскими корнями, они задают какой-то тон, вот, но вот тема интернациональности и, собственно говоря, опять же, я как президент клуба болельщиков сборной России, да, значит, мы же готовимся к чемпионату мира по футболу, и тема нетолерантности России, да, которая выдумана абсолютно, да, значит, вот она муссируется. Даже вот перед жеребьевкой со мной говорили польские журналисты, и я чувствовал, что не зря они прям специально за мной ехали, шли дежурные вопросы, а потом все равно вырулили, вот, что насколько русские агрессивно встретят иностранных болельщиков. Откуда берут, вообще непонятно. Да? Почему и откровение для многих было, что у нас свободно ходи, гуляй, значит, да, с каким бы ты цветом кожи не был. И медведение. И медведение, да. Но вот тем не менее нужно отдать должное, чем интересен опыт, скажем, Татарстана, да, как здесь, вот. Ведь тоже, вот правильно вы говорите, не само собой как-то это развивается, а тем не менее есть генеральная линия, которая сохраняет равновесие среди народов, национальностей, да, и даже то, что в Кремле все рядом стоит, и, собственно говоря, в празднике получается. А это не так-то просто сохранять. Да, вот этим нужно заниматься. Даже школы, вот это то, что я сказал, мы сохраняем, изучаем только истории мировых религий. Не так-то просто, на нас нападок очень много. Считает, что мы должны уступить, как везде, вот здесь у нас условия особые. Вот мы не имеем права допускать вот это. Поблагодарить вот за вашу работу, которую вы проводите, то, что является действительно объединяющим фактором для татар, людей, родившихся в республике, проживающих за ее пределами. В любом случае, так или иначе, все вращается вокруг исторической родины, вокруг республики, и наша работа вокруг постоянного представительства в Санкт-Петербурге, Иркутской области. Вот спасибо Накифовичу за проводимую работу, за консолидацию нас. Вот великолепное мероприятие в прошлом году было в декабре. Очень так совпало, что буквально в один день пересекалось посещение официальной делегации Санкт-Петербурга, бизнес-миссии в Казани, и следующий вот как раз съезд татарских предпринимателей в глобальном плане. Даже вот мы взяли на себя смелость, когда Руслан Галевич посещал Петербург, вот мы его попросили, обратились с просьбой поддержать это мероприятие, чтобы оно стало, ну, может быть, если не ежегодным, да, то... Я слышал об этом. Команда президента уже пошла, чтобы ежегодно, чтобы было. Надеюсь, мы правильно сделали. Правильно сделали, абсолютно правильно. Потому что КПД мероприятие великолепное. Я понимаю, как я понимаю, они проводились и ранее, был некий небольшой период, да, там, Да. пятилетний. Министерство промышленности сочло, что это не обязательно,
Мы несколько лет им рекомендовали, предлагали так усиленно. Они не соглашались. А потом мы взяли, написали президенту открыто, что министерство не хочет, мы это считаем нужным. А он дал команду проводить. Великолепно. И шарф нашего, с эмблемой нашего движения «Россия объединяет», да, у нас Russia Unites, у нас все очень концептуально. Это две головы, одна голова спортсмен, другая болельщик. Вот. Ну, в виде сердца. Одно без другого не может существовать. Так что вступайте в нашу организацию. С удовольствием. Бизнесмен, это у нас в Конгрессе возглавляет вот это движение национального бизнеса. Всемирная ассоциация содействия татарскому бизнесу. Вот как раз через эту организацию мы все проводим. Крупный бизнес включается через них. Если у кого контакты нужны, пожалуйста, можете обменяться. Фарид Яскарович Уразаев. Он и исполнительный директор этого Всемирной ассоциации, и здесь в Конгрессе руководитель отдела. Вот это движение, благодаря чему мы, в принципе, в регионах России, в многих зарубежных странах и держимся на плаву. Деньги сейчас научились добывать вот наши бизнесмены, слава богу, и они помогают. Это вот как раз основа всего нашего движения. Где пока еще не очень окрепли, мы полагаемся на помощь и государства, и властей, а в принципе мы должны научиться жить автономно, чтобы люди, которые связаны духовными своими нитями исторически, вот сегодня любые семьи, нам не только татары помогают, нам помогают многие национальности, которые считают это дело важным делом. И тот же Сабантуй, и те же памятники наши, есть личности в нашей истории. Многие установили памятники Мусы Джалилю, и это и Москва, и Питер, и многие города Российской Федерации. Есть улицы, называют улицы этими именами. Это общенациональные наши элементы такой гордости, которые связаны, хотя и с историей, татарской историей, но они являются общезначимыми для всех наций, для всех нашей страны. Хотите сказать два слова? Буквально реплика насчет фанатов. В свое время Берлускони купил клуб «Милан», создал клуб фанатов, во время выборов превратил партию и выиграл выборы в Италии. Я надеюсь, не собираюсь. Поэтому наша задача очень маленькая — наладить коммуникации. Любой предприниматель, наш соотечественник, в любой точке мира должен выходить на другого предпринимателя без посредника, напрямую. Шын манасында менә бу шушындай зур иттереп килгән делегацияны Петербургтан беренче тапкыр әле шушылай иттереп алып киләбез. Оешкан ракурста монда 20-дән артык бизнесмен, алар төрле өлкәләр буенча үзләрен күрсәткән һәм дә Петербургта һәм Ленинград өлкәсендә инде үзләрен таныткан шәхесләр. Монда беренче чиратта логистика буенча шөгыльләнүчеләр, шуның белән бергә гостиница бизнесы, медицина юнәлешләре буенча, шулай ук сәүдә министрлыгыннан вәкиллекләр бар әйбердән әйткәндә. Шушы өлкәнең ни генә әйтсәк тә бу мөнәсәбәтләр һәм дә менә шушындый инде эшмәкәрләрнең монда килүләре бик мөһим, чөнки алар монда кешеләр белән танышалар, алар монда үзләренә партнерларын табалар. Һәм әле ансыгына да бер хәл ул инде ике өлкә арасындагы мөнәсәбәтләрне тагын да җайрак һәм дә бүтәнрәк ракурска кертү өчен дә бик кирәк. Менә без бүген әле очрашакбыз агентство инвестиционного развития, шулай ук Министерствода промышленности һәм дә сәүдә министрлыгында әйтергә кирәктер. Алар шушы миссиялар белән бергә мәдәни чараларда да катнашачаклар. Иртәгә махсус аларны Сабантуйга алып бару планлаштырабыз. Шулай ук дөнья чемпионатындагы ярышларда алар катнашачаклар. Бүген инде ат чабышындалар барып кайтачаклар. Ягъни программа бик эчтәлекле һәм дә әйтергә кирәктер. Үзенчәлекле итеп эшләнде һәм без өметләнәбез. Алар үзләренә кирәкле информацияны алырлар һәм Татарстан белән эшчәнлекләрен тагын да арттырырлар, алга таба яңа баскычка күтәрә алырлар дип. Это была первая встреча в таком масштабе, и мы надеемся дальнейшему сотрудничеству.